История успеха знаменитого футболиста Никиты Симоняна начиналась с маленького мяча. И этот незаметный предмет стал символом его мечты и стремления к величию. Чтобы сохранить память о всех наградах легендарного спортсмена, был снят фильм, который в эти дни будут показывать во всех кинотеатрах республики. Посмотреть киноленту пришли близкие друзья Никиты Симоняна, а также любители футбола. Добрый день, Никита Павлович. Давай. Передаю слово нашему новому главному тренеру. Никита Павлович Симонян. Вы же хороший тренер. Да. По-настоящему легендарный футболист, воспитанник «Динамо» Сухум. Я играл раньше за «Динамо» и считаю нужным посмотреть каждому, кто любит футбол, этот фильм. И мне очень понравилось, что у нас в Абхазии появился кинотеатр, и что люди могут приходить смотреть любые фильмы, которые выходят сейчас в прокат. Это очень круто, не только за то, что там футбольные фильмы и так далее. И я буду еще приходить дальше, если будут прокаты. Фильм рассказывает о легендарном спартаковце Никите Симоняне, который затем становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу – нацеливается на золотой дубль, медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Однако команда не принимает нового тренера, а противник готов на все ради победы. Главную роль Никиты в фильме сыграл российский актер Егор Бероев. Режиссером фильма является Мгер Мкарчан. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино и Министерства культуры Республики Абхазия у нас в республике открылись 4 кинозала. В данных кинозалах показывают все премьерные фильмы, которые выходят на экранах в Российской Федерации. Расписание во всех кинозалах разное. То есть в Гагре, в Гудауте и в Гулерипше, в Сухуме у всех расписание разное. Все кинозалы выставляют там расписание у себя там, на страницах там, Фейсбука, Инстаграма. То есть людям удобно следить, там, приобретать билеты и приходить в кинозал, смотря там, расписание в интернете. Никита Симонян родился в Армавире. В 1930-е годы переехал в Абхазию, где начал свою карьеру в Сухумском «Динамо». Его талант быстро проявился, и он добился значительных успехов, став одним из лучших нападающих своего времени. Дальше судьба перенаправляет его в Москву, где подающий надежды Симонян подписывает контракт с легендарным клубом «Спартак». В «Спартаке» Симонян стал настоящей звездой, забив более 160 голов. В его карьере особое место занимает период, когда он играл за армянский «Арарат», где в 1997 году команда под его руководством достигла выдающегося успеха, став обладателем золотого дубля, выиграв чемпионат и Кубок страны. Именно этот фрагмент из его жизни показан и рассказан в этом фильме. Он часто приезжал в Сухуми, интересовался успехами футбольной команды «Динамо Сухуми», поскольку он был воспитанник «Динамо Сухуми». Ну и мы по последней встрече, вот Валерий Иванович здесь, обещались устроить ему пышные, значит, празднования по случаю его столетия. У него должно быть юбилей. К великому сожалению, он не дожил, буквально несколько месяцев. Еще раз хочу подчеркнуть, что очень живо интересовался, как обстоят дела с футболом в Абхазии. Но мы ему все объяснили, особенно ему понравилось, столько детей тренируется в футбольной школе «Динамо». У нас 9 возрастных категорий, значит, ему это очень понравилось. Он был необыкновенный человек, разносторонне развитый. Одним словом, человек, который для абхазского футбола является легендой. И я помню прекрасно тот матч, когда Никита Павлович был главным тренером «Арарата», который завоевал и кубок, и стал чемпионом. Фильм «Золотой дубль» будут показывать в течение этой и следующей недели во всех кинозалах страны. Напомним, что кинотеатры в Абхазии открыты с начала этого года в Гагре, Гудауте, Сухуме, Гулрипше. За все это время кинозалы посетили около 7 тысяч человек. Данное оборудование было передано нашей республике безвозмездно. То есть это экраны, это проекторы, это аудиосистема. Все оборудование профессиональное. Открытие кинозалов – это и дополнительный стимул для наших абхазских производителей кино. Это возможность показывать свои премьерные фильмы во всех кинозалах Абхазии.
Легенда советского футбола Никита Симонян оставил глубокий след в истории спорта и в сердцах людей. Он был особенно дорог всем в Абхазии, и не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуми, и чья судьба навсегда связана с нашей страной. Милана Агарба, Раму Камке, Абхазское телевидение.